14, травмировано 11 на 9, спасено 30 человек. По пожарной профилактике проведено 42 рейда по частному жилому дому, проверено 374 дома, просветлено правилам пожарной безопасности 835 человек. Доклад закончен. Пожары прошли на каких объектах? Это, в общем, частный дом, частные дома, гаражи и мусор в основном. Ясно. Крупных пожаров не было. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро. За прошедшую неделю всего проведено плановых проверок 22, одна внеплановая проверка, всего составлено административных протоколов 9, вынесено предупреждений 5, составлены административные штрафы в отношении должностных лиц 4 на сумму 28 тысяч рублей и индивидуальных предпринимателей 1 на сумму 20 тысяч рублей. Все, у меня все. А есть бюджетные учреждения в этом списке штрафников? Должностных Бюджетные лиц, организации? Да, идет плановая Руководители проверки. бюджетных организаций есть, да? Есть, конечно. Просьба представить отдельно список. Сейчас нет. Отдельно представите список. Хорошо. Спасибо. Сергей Владимирович. Доброе утро. За истекшую неделю на территории города Якутска по оперативным сводкам зарегистрировано 12 сообщений о преступлениях, из которых раскрыто 9, 75%. Тяжких и особо тяжких 2, раскрыто оба. На пульт оператора 02 поступило 1734 сообщения о преступлении и происшествиях. В прошлой неделе 1712. Из числа ранее совершенных раскрыто 30 преступлений. Это 2 тяжкого вреда здоровью, 3 грабежа, 1 мошенничество, 13 краж, 1 по линии наркоконтроля, угон, 9 прочих. Установлено лиц, совершивших преступления 40. По системе ПК «Безопасный город» зафиксировано 6 фактов. Значит, спецприемник помещено 46 административно арестованных. Работаем в штатном порядке. Доклад окончен. Спасибо. Данные по раскрываемости есть, да? За 8 месяцев 61,2. Спасибо. Виталий Владимирович. Доброе утро. За истекшую неделю в Северо-Восточном отделении управления зарегистрировано 8 преступлений, особо тяжких нет. Выявлено 39 административных правонарушений. В сфере антиалкогольного законодательства 16, в сфере нарушения миграционного законодательства 8. За нарушение запрета табака 2, иные 13. Группой ПДН выявлено 2 административных правонарушений по статье 5.35. С помощью видеокамер выявлено 12 административных правонарушений. На территории оперативного обслуживания проводятся оперативно-психологические мероприятия «Путина» и «Арсенал». Так, в ходе УПМ «Арсенал» выявлено 1 правонарушение в аэропорту Якутск за нарушение правил хранения оружия и патронов. Доклад окончен. Спасибо. Сергей Николаевич. Доброе утро. За прошедшую неделю на территории города Якутска зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых получили ранения 10 человек. В целях обеспечения безопасности дорожного движения выявлено 1232 правонарушения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержано 43 водителя. За управление тонированными стеклами к административной ответственности привлечено 46 водителей. На специализированную стоянку доставлено 65 автомобилей. За нарушение правил стоянки к ответственности привлечено 29 водителей, эвакуированы 2 автомобиля. За невыполнение требований предписанных дорожных знаков привлечено 11 водителей грузовых транспортных средств. По недостаткам содержания улично-дорожной сети выдано 9 предписаний. За выходные дни проведены рейдовые мероприятия, также массовые проверки и обеспечена безопасность дорожного движения в период проведения Всероссийского дня бега «Кросс-нации» 2019. Доклад окончен. Вот эти 9 ДТП в основном из-за чего? Из-за скоростного режима? Или? Нет, тут в основном у нас на перекрестках бывает проезд перекрестков и наезд на пешеходов. Данил Петрович. Доброе утро, коллеги. За отчетный период проведено 17 проверок, из которых внеплановых 7, рейдовых 10. В ходе всех проверок выявлено 6 нарушений, передано по подведомственности один материал и наложено штрафов 5 на общую сумму 20 тысяч рублей. Взыскано 2 штрафа на общую сумму 10 тысяч рублей. Проведены субботники 20-го по Намцирскому тракту. Здесь хочу поблагодарить Мархинский
микрорайон. Они оперативно вывезли все наши отходы, а 21-го Международный день чистоты был проведен по Вилюйскому тракту. Тоже здесь я хочу поблагодарить Сайсарский округ за участие в организации проведения субботника. Также хочу объявить, что 25 сентября этого года будет проведен семинар для природопользователей и юридических лиц по вопросам охраны окружающей среды. Прошу довести до наших юридических лиц, чтобы они приняли участие на этом семинаре. Так, 28 сентября будет проведено юбилейное мероприятие по случаю 25-летия Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства. На площади Орджоникидзе будет организован раздельный сбор отходов. Также округа прошу присоединиться к этому мероприятию. Будут раздельно собираться пластиковые бутылки, крышки от пластиковых бутылок и батарейки. Доклад окончен. Семинар где будет проходить? Семинар будет министерство организовывать. Объявление на сайте министерства имеется. Просьба к управам специалистов своих направить. Так, пожалуйста. Доброе утро. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе Якутске. За 4 дня 38-й недели 2019 года зарегистрировано 3011 случаев заболевания. Показатель заболеваемости на 10 тысяч населения составляет 89, что ниже эпидемического порога на 11,5%. По возрастам, тут у нас в сегменте от 3 до 6 лет заболеваемость превышает 1,5 раза, чем другие возраста. В городе Якутске привито против гриппа 32,8% от плана. При плане 70 903 детей, привито 33% от плана. Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия за прошлую неделю рассмотрено 6 дел об административном правонарушении в отношении 3 должностных лиц, 3 юридических лиц. Назначено 1 предупреждение, наложен административный штраф на общую сумму 60 500 рублей. Доклад окончен. Спасибо. Так, спасибо, свободно. Так, служба эксплуатации городского хозяйства. Коллеги, доброе утро. Как вы знаете, во все объекты жилого сектора, социального назначения тепло подано. Сейчас выполняются работы по наладке системы отопления, развоздушивания. По заявкам ВДДС оперативно реагируют на управы. И сейчас все в штатном режиме идет работа. В том числе и по проблемным домам. Это на улице Красильникова, 4/3. Запущен газ вчера на 28 квартир из 30. По 2 квартирам не запущен в связи с отсутствием технической готовности. Также запущено тепло на Каролинка 25 в пятницу. Вы тоже знаете, да? И на Рыдзинского 18/14Б также запущено тепло. Хорошо, У меня все, спасибо. Спасибо. Теплоэнергия, Михаил Сергеевич. Доброе утро. Все объекты теплогенерации работают. Нарушений подачи теплоснабжения, горячего водоснабжения на прошлой неделе не было. Спасибо, Михаил Сергеевич. Так, Жилкомсервис. Добрый день, уважаемые коллеги. У Жилкомсервиса ситуация крайне тяжелая. Как вы знаете, нам прекращена поставка топлива нашим поставщикам. Запасы наши все практически исчерпаны, резервы тоже. На сегодняшний день мы держимся за счет помощи городских предприятий. Так, теплоэнергии нам было выделено в рамках поддержки на возмездной основе, безусловно, порядка 600 литров дизельного топлива. За прошедшую, теперь к текущим вопросам, за прошедшую неделю было на полигон принято более 12 тысяч кубов отходов, отловлено более 80 собак, вывезено несанкционированно размещенных объектов 6, откачано ливневых источных вод заниженных мест порядка 450 кубов.
Ясно, спасибо. Департамент ЖКХ и Департамент экономики. Сегодня вы завершите работу по кассовому плану и по структуре доходов жилкомсервиса. Валерий Сергеевич, с вашим участием, хорошо? Чтобы уже окончательно разобраться в вашем экономическом положении и финансовом состоянии. И ДИЗО тоже. По итогам зайдете ко мне. Айкосети в этот раз есть или нет? Просьба тем, кто организует планерное совещание, их приглашать. Так, административная комиссия. Доброе утро. На прошлой неделе составили всего 56 протоколов, из них административная комиссия 39, строительный округ 8, Гагаринский 4, и Губинский 2, Центральный 2 и Промышленный 1. Всего за неделю вынесено 89 предписаний, из них в отношении управляющих компаний 23, исполнено 72, за год вынесено 2360 предписаний, из них исполнено 2214, не исполнено 146. На прошлой неделе провели заседание административной комиссии, где рассмотрели 126 материалов дел, наложенный штраф на сумму 33 200 рублей. У меня все. Есть какая-то отмечаете ли вы динамику увеличения по санитарному состоянию актов? Акты по санитарным состояниям направляются в Роспотребнадзор, не к нам. Нет, но есть динамика увеличения или уменьшения? Динамика, да, в сторону увеличения. Увеличение нет? Так, хорошо, спасибо. Управление транспорта. Доброе утро всем. Прошедшая неделя работы отдела организации и контроля транспортной деятельности прошла в штатном режиме. Отработано перекрытие дорог, организованное управлением спорта на Кросс Нации 21 сентября. Все подразделения по предоставлению большегрузных машин отработали хорошо, но очень сильно повлияло на интервал движения общественного транспорта. Проведено совещание БЛСУ в Талайн, по результатам которым было принято изменение схемы движения на публичных слушаниях. Графики движения автобусов выполнены на 95%, это без учета нарушений 9-го маршрута, с учетом на 89%. По состоянию на 20 сентября в регистре получателей государственных услуг из числа ищущих и безработных зарегистрировано 24 гражданина. С категорией D проводится работа по направлению граждан на данные вакансии. Перевозчикам доведена информация о подаче заявлений в Центр занятости. С 13 по 20 число произошло 2 ДТП по вине водителей автобусов. Первый с материальным ущербом, 1 раненый, пострадавший. Маршрут это 15 и 5. На этой неделе планируется перекрытие улицы Ярославского 27 сентября на 1,5 часа. Будет возложение цветов памятнику Никифорову Кюлемнюр. У меня все. ДТП с пострадавшим. Пострадавший кто? По 15 маршруту пешехода. Это на перекрестке или на пешеходном переходе? Да, 19 сентября, 18, 15 маршрут, управляя ПАС 506 по улице Каундрашвили Юнского, не предоставил преимущество пешеходу. Это на ребенка он наехал? Ребенку 10 года, да, который проходил проезжую часть. Сейчас ведется административное расследование. Результаты сообщу дополнительно. Так, такая еще просьба к вам. Вот по перекрытию улиц и дорог в основном же через ваше управление проходит работа? Да, всегда проходила через нас, и вот в этот раз мы отработали не очень слаженно, потому что запускали распоряжение не отдел транспорта. Так, ну хорошо. Вы тогда с заинтересованными структурами, плюс департамент экономики, посмотрите затраты предприятий, которые участвуют у нас в перекрытии. Хорошо, подготовите там записку аналитическую по этому поводу. Хорошо, принято. И предложите, посмотрите с департамента экономики вообще, какие источники могут быть. Для финансирования большегрузных машин. Так, хорошо. Спасибо. Управление автодорог. Доброе утро, коллеги. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе Якутск сейчас ведется следующая работа. Основные асфальтовые работы по проезжей части завершены на следующих объектах. Это автодорожная, Якова Петерса, экспериментальная, школьная, улица Красильникова. Из диаграммы видно, что земляные работы у нас идут к финишу. Это в частности по автодорожному округу. Автодорожный округ — это 4 улицы. 3 улицы. Это Красильникова, Ивана Арбенина,
по Петерса, газовиков и школьная. По Мархе, получается, из 4 объектов асфальтировать осталось улицу газовиков. Последние врезки газа были проведены буквально вчера. По улице Чайковского на перекрестке с улицей Винокурова, Кавандрашвили были наращены лотки. Также бросили водоотводную трубу. Сейчас ведется работа по подготовке основания. Ну и на этой неделе Сахаторстрой приступит к асфальтированию, и, соответственно, весь участок от Вилюйского тракта до Кеша Алексеева будет открыт. Но при этом официальное открытие будет после того, как будет нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки. В настоящее время по улице Чайковского дорожные знаки выставлены, осталось только нанести разметку. По этому слайду, подождите, где у вас пилотов здесь? Пилотов у нас в строительном округе отражено. И Хатанурях там же, да? В Хатунгарях поэтому показатели низкие. Хатанурях тоже строитель? Да. Можно уже перейти к фотографии, получается, непосредственно с объекта. Первый слайд — это экспериментальная. Здесь идет работа параллельно по озеленению. Чернозем завезли с Намского района. Но разметку нанесла компания «Адонис». Но к разметке у нас есть вопросы. Будем дополнительно отрабатывать. Следующий слайд. Улица Школьная. Вчера завершили работы по укладке второго слоя асфальта. 850 метров от забора до конца улицы возле школы. Весь асфальт уложен. Сейчас параллельно идут работы по водоотведению, там трубу бросаем, и по асфальтированию тротуаров. Здесь у нас покрытие будет асфальтовое. Ну и параллельно также работаем по завозу чернозема и по семенам. Следующий слайд. Улица Газовиков. Вынесли опоры. Также работаем по озеленению. Сейчас весь комплекс асфальтоукладчика планово перейдет в улицу Газовиков Школьная. Они примыкают друг к другу. Следующий слайд. Улица Пилотов. В настоящее время здесь по этому участку у нас остаются вопросы по количеству техники и по количеству работников на месте. Вот сейчас мы вызвали начальника Супетпава Дорис Алексеева Васильевича в части увеличения мощностей не только техники, но и людей. Следующий слайд. Хатунгарское шоссе. Эти фотографии не показывают реальную картину, но 2,5 километра у нас в середине осталось отработать по подготовке основания и укладке бордюрного камня, в том числе и водоотводных лотков. Весь материал на месте завезен. Сейчас работает техника по подготовке основания. Следующий слайд. Улица Жарницкого. Буквально вчера первый слой закончили. Сегодня приступит к укладке второго слоя, но благо погода держится. Ну и с завтрашнего дня переходим на улицу Пилотов. Но для того, чтобы перейти на улицу Пилотов, необходимо, конечно, провести там все необходимые работы. Следующий слайд. Улица Сорона Мавлана. Идет работа по наращиванию водоотводных лотков, по устройству тротуара, подготовке основания. Основания будут примерно готово к середине недели, к среде, к четвергу. И после этого сразу начнется асфальтирование. Следующий объект. Улица Ларионова. Здесь также идут параллельно работы по тротуарам. Здесь попытались уложить выравнивающий слой, но погода не позволила завершить эти работы. Сейчас будем готовить основание. В целом, если взять все объекты, то, конечно, у нас напряженная остановка по Хатунгарскому шоссе, по Ларионово и по Пилотов. По остальным объектам, в принципе, все работы планово идут. Также заключили договора наши мостовики в части асфальтовых работ. В частности, это компания «Мосты Севера» по Мархинке, там порядка 150 метров. Они заключают договор с компанией «Су-3 на асфальтовое покрытие. По металлоконструкциям сегодня специалисты «Мосты Севера» и управления дорог вылетели в город Тюмень в части поставок металлоконструкций, чтобы они вовремя приехали в Якутск.
Ну и по логистике выбрали автотранспорт, потому что он намного быстрее, чем ЖД-транспорт. Так, значит, по тем объектам, где асфальтовое покрытие завершено, уложено, съезды и карманы, когда планируется? В этом году или в следующем? Все в этом году, но после завершения основных работ по проезжей части. Но эти съезды и карманы, и парковки не будут заасфальтированы. Так, теперь, значит, сегодня вы совещание проводите, да? Да, С участием Евгения Николаевича. обязательно. Обязательно рассмотрите по Дорису и по Сахат-Расстрою, во-первых, режим работы их. То есть желательно, чтобы они на круглосуточный перешли режим. Либо, ну, хотя бы трехсменный режим. Если собственных сил нет, тогда, конечно же, пусть привлекают подрядчиков. Сегодня надо вопрос этот решить однозначно. Им четко надо объяснить, что они должны в сроки уложиться. То, что они рассказывают, что они уложатся, это слабо верится. Принято. И сегодня же им письменно вручите представление от заказчика с требованиями. Хорошо. Либо мы будем уже как бы рассматривать другие варианты. Принято, сделаем. Так, спасибо. Департамент градостроительства. Доброе утро. На прошлой неделе департамент отработал в плановом режиме. У нас поступил, из основных моментов, поступил пакет проектной сметной документации Короленко 25 для предварительного согласования, по итогам которого у нас опять же выявлены замечания. Сегодня официально в адрес застройщика будет направлено данное замечание для исправления. В МФЦ еще заявление на выдачу разрешения не поступало. Так, на прошлой неделе еще было выездное совещание с аэропортом по поводу вопроса водоотведения. Приняли участие. Также была встреча с представителями НКО «Квадрат» по вопросу достройки зданий, домов, многоквартирных домов ЧРФК по улице Воинская. В настоящее время рекомендовано им решить вопрос земельный по данному объекту и найти проектную сметную документацию и экспертизу. Также у нас прошло совещание по поводу реконструкции спортивного зала «Шахтер» в микрорайоне Кангаласы. Приняли решение, что в следующем году будем разрабатывать проектно-сметную документацию. Земельщикам рекомендовано передать земельный участок сейчас МКУ «Главстрой». Коротко все. Спасибо. Главстрой здесь. Доброе утро. Ну вот, прошлую неделю, как то, что и запланировали вот, на сегодняшний день, конечно, в ежедневном режиме это мы отрабатываем дороги, все, что связано с ними сегодня, с учетом завершения сроков. По объектам капстроительства тоже в плановом режиме завершаем те работы, которые необходимы по благоустройству, по наружным делам. Это Кедр. У нас остается работа по благоустройству завершения на этой неделе. Фасад завершили. Так, Билибина 46/5. Установка клетей по решению Да, КЧС. дефектная ведомость у нас. Сегодня мы должны, на этой неделе мы... Нет, клети надо установить срочно. Там все решения есть, вы Да, мы выехали... подрядчика не отбираете, прямой договор. И параллельно вот Департамент экономики сегодня смету предоставьте. Объем мы уже посчитали, выехали сразу же и... Хорошо, осмечивайте, Департамент экономики проверяйте и заключайте договор. Клети надо устанавливать сейчас, да, не откладывая. И Ленина 34. Ленина 34, коммерческие предложения. Ну, по протоколу мы отработали, направили с АГХ. Хорошо. Так, спасибо. Управление образования. Управление здравоохранения. Добрый день, уважаемые коллеги. Медицинские организации города Якутска отработали прошлую неделю в напряженном режиме. У нас отмечается прирост вирусных инфекций среди детей дошкольного возраста. На сегодняшний день отделение вирусных инфекций в детской городской инфекционной больнице практически переполнено. План по вакцинации населения города Якутска выполняется. На пятницу у нас провакцинировано 33% населения, общее число. По
травматизма у нас начинается увеличиваться школьный травматизм. 30 случаев против 15 на прошлой неделе. Увеличивается число укусов. 26 за прошлую неделю, из них 7 бродячими собаками. Ну, вкратце все. Спасибо. Так, ДИЗО, пожалуйста. ДИЗО есть? Доброе утро. Так, в ДИЗО у нас все в текущем режиме. На этой неделе планируем провести работу по второму этапу бесхозяйных объектов и также по страхованию имущества. Так, по жилкомсервису и ПТСК нужно мероприятие по антикризисной. Да, я в курсе. Да, готовьте. Сегодня начнемся. Так, хорошо. Департамент экономики? Нету, да? Департамент финансов? Так, доброе утро, коллеги. В данное время проводится работа с Министерством финансов по привлечению бюджетного кредита и предоставлению дополнительных средств из госбюджета. Работаем по ожидаемому исполнению бюджета для выявления дополнительных источников финансирования. Сведены заявки главных распорядителей бюджетных средств. Сегодня направим в адрес заместителей глав по компетенции для рассмотрения в срок до 26 сентября. 26 сентября должны нам представить для определения приоритетных направлений расходования в 2020 году и 2022 году. Также издано распоряжение окружной администрации номер 1451-Р от 17 сентября о дополнительных мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского округа. Здесь даны определенные поручения. Также направлено письмо, в котором указано принять ограничительные меры по отзыву работников из ежегодных отпусков без уважительных причин, выплатам работников. Николаевна, у меня предложение вот по этому распоряжению. Завтра соберите ГРБС. Хорошо. Хорошо? Ага, повестку делаем. Просьба ко всем участникам довести до сведения ГРБС. Изучите это распоряжение. Завтра соберемся по его исполнению. Так, у вас все, да? Вкратце все. Так, хорошо. Пожалуйста, Наталья. Доброе утро, коллеги. Так, социальный блок работает в плановом режиме. По объектам, вновь вводимым, детский сад «Светик», «Семицветик», Д3 сегодня по приказу Управления образования детей уже принимают. У них осталось получить разрешение Пожнадзора. В принципе, работы все проведены. Сегодня они ожидают. И после этого подадут уже окончательные документы на лицензирование на право ведения образовательной деятельности. Так, по Сырдахскому детскому саду ждут лабораторный анализ по вентиляции. Так, детский сад 75 «Ивушка» ждут акты Пожнадзора по пожарным рукавам и по пожарному гидранту. По 6-й школе проблему с газовой трубой вроде разрешили. У них установка вентиляции, скорее всего, до конца этой недели ожидаем, но как получится, пока еще трудно сказать. Так, по АИКАТА они ждут сегодня-завтра уже заключение Пожнадзора, лабораторные исследования проведены. По 25-й школе тоже ждут протоколы по вентиляции и дымоудалению. Так, все образовательные учреждения госпошлину на оформление лицензии на право ведения образовательной деятельности оплатили. Так, вакцинации, отчитались еженедельно в плановом режиме. Мониторинг ведется управлением образования и по дошкольным образовательным организациям, и по общеобразовательным организациям.
Также завершается осенний этап государственной итоговой аттестации. Ждем последние результаты по математике в 11 классах и дополнительно обучающиеся 9 классов еще 18 сентября ждали тоже в режиме ожидания. Так, в субботу мы провели предварительное рассмотрение с ГРБС по плану финансового обеспечения программных мероприятий на 20, 21, 22 годы. Ну, даны определенные поручения. У нас по сфере образования тоже ожидается большое увеличение. Ну, ввиду ввода новых объектов и по культуре, сфере культуры тоже ввиду введения новых объектов. Так, у меня вкратце все. Спасибо. Евгений Николаевич. Доброе утро, Максим Макарович. Доброе утро, коллеги. Значит, строительный блок отработал в штатном режиме за прошлую неделю. У нас, значит, знаковыми вопросами остаются вопросы реализации проекта БКАТ, нацпроекта. Значит, у нас стоят на пульсе также вопросы по реконструкции и размещению объектов общеобразовательных организаций по двум объектам, это Толстого и Вилюйский тракт. Значит, по этим объектам мы на этой неделе также продолжаем заниматься. По Толстого, по Вилюйскому технические решения найдены. Сейчас выйдем на определение мероприятий и лиц, которые будут отторговывать эти мероприятия. Значит, по объектам проблемным ТСЯМ, Редзинского на этой неделе ожидаем, что они по нашим замечаниям сдадут документы на оказание муниципальной услуги. В целом, кратко все в штатном режиме. Так, Роман Сергеевич. Доброе утро. На прошлой неделе вплотную занимались вопросами запуска отопления по проблемному жилому фонду. Также на прошлой неделе было проведено ряд совещаний по газоснабжению земельных участков, выделенных многодетным семьям. Это микрорайон Северный и село Хатасы. Пока планируем завершить все в срок. Также на прошлой неделе проходило совещание у нас по проблемным вопросам, связанных с установкой нестационарных объектов. Это металлические гаражи. Принято решение о разработке порядка по рассмотрению обращений граждан. Все остальное в рабочем порядке. Так, спасибо. Павел Николаевич. Доброе утро, коллеги. У нас, как многие уже знают, 15 октября будет проводиться форум по умному городу в городе Якутске. Ожидается приезд гостей из Дальнего Востока и из федерального центра. Сейчас для подготовки и проведения форума у нас будут привлечены многие структурные подразделения и должностные лица окружной администрации. Так, заседания оргкомитетов в различных форматах уже проводятся активно. Просьба всем руководителям оказать всю необходимую помощь и содействие, если за такой помощью к вам будут обращаться. Так, следующее. У нас на текущей неделе 27 сентября будет отмечаться День государственности Республики Саха. В рамках данного праздника запланировано у нас возложение цветов к памятникам к общественно-политическим и государственным деятелям республики. Кроме того, в этот день у нас проводится общероссийский день, вернее, общереспубликанский день приема граждан. Он в этом году совпал с единым днем приема, днем информирования граждан, который мы проводим ежемесячно. Поэтому мы единый день информирования граждан перенесли на следующий месяц, чтобы не распыляться, поскольку в рамках общереспубликанского дня приема граждан мы должны будем на 26 местах организовывать прием граждан. Кроме того, на площадях и общественных пространствах других города Якутска, а также в округах будут проводиться разного рода концерты, культурно-массовые и спортивные мероприятия. И в этот день традиционно у нас проводится торжественное мероприятие, посвященное ко Дню государственности в театре, опере и балета.
Я прошу всех руководителей на всех этих мероприятиях принять активное участие и обеспечить участие ваших представителей также. У меня все, спасибо. Спасибо, Павел Николаевич. Руслан Петрович, есть у вас что-то? Доброе утро. В соответствии с планом третьего квартала идут проверки в муниципальных предприятиях ЕПАК, «Ритуал» и школа номер 35. Ну, законченные проверки в прошлой неделе были рассмотрены на заседании коллегии. Принятые решения направлены в адрес главы и председателя Якутской городской думы и заинтересованным лицам. 11 октября в соответствии с распоряжением главы городского округа города Якутск будет, значит, юбилейное мероприятие контрольно-счетной палаты. Ну, приниматься, то есть приглашаться будет, значит, контрольно-счетные органы республики и городские структуры. У меня все. Спасибо. Доброе утро. На прошлой неделе в Якутской городской думе прошли заседания двух комиссий постоянных. Это комиссия по городскому хозяйству, экологии и комиссия по социальной политике. Максим Макарович, вы принимали участие в работе комиссии по городскому хозяйству. Мы готовы в случае необходимости провести внеочередную сессию, если есть действительно вопрос по уточнению бюджета. Что касается комиссии по социальной политике, были рассмотрены итоги организации летней кампании. Комиссия отмечает серьезную, хорошую работу управления образования всех загородных лагерей. Хотелось бы в преддверии Дня учителя поблагодарить всех начальников лагерей, директоров школ, которые работают с загородными лагерями, которые имеют эти загородные лагеря, ну и отметить работу окружной администрации по поддержке и развитию летнего отдыха, занятости наших учащихся. Принято решение о составлении дорожной карты по развитию летних лагерей. Я думаю, что в ближайшее время мы отработаем. За это лето было охвачено различными формами более 24 тысяч школьников. Это очень неплохой результат, учитывая, что состояние материально-технической базы наших загородных лагерей, скажем, довольно сложное. Также на прошлой неделе депутаты городской думы встретились с министром здравоохранения нашей республики, где были рассмотрены вопросы о развитии системы здравоохранения на территории городского округа, о строительстве медицинских учреждений на территории городского округа в ближайшие 5 лет. И было серьезное внимание уделено вопросам школьной и дошкольной медицины. Хочется мне отметить работу Управления физкультуры и спорта. В субботу прошел кросс наций. Было действительно серьезно все организовано. Приняло участие почти 8,5 тысяч человек, в том числе более 3 тысяч школьников. Старшему участнику это была, скажем так, бабушка 75 лет. То есть интерес, несмотря на погоду и прочее, он есть, и выходит и старый млад на такие мероприятия. На этой неделе у нас запланировано проведение постоянной комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса и выездное заседание постоянной комиссии по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям. Планируется посещение МУП ЕПАК, это выездное заседание комиссии. И также депутаты Якутской городской думы примут участие во всех мероприятиях, посвященных Дню государственности республики. Хочу пожелать всем удачной недели, тем более День государственной республики приходится на этот день, поэтому я думаю, что неделя должна быть такой очень плодотворной и успешной. Спасибо. Спасибо, Евдокия Ивановна. Так, уважаемые коллеги, мы приступили к отопительному сезону. Все объекты социальной сферы и жилые дома под отоплением, но необходимо срочно
брать на контроль и заниматься регулировкой гидравлического режима, развоздушиванием и так далее. Это просьба к управам. Особенно обратите внимание, промышленные, строительные, вы лидеры по заявкам. Промышленный 83, ну, по последней сводке, и строительный 47. Понятно, что эта ситуация временная, но наша задача как можно быстрее ее привести в порядок. Понятно, что, наверное, будем заниматься это и в октябре, в первой декаде. Но в тесном контакте прошу работать и с ресурсоснабжающими организациями, с управляющими компаниями. В случае неоднократных заявок все-таки приглашайте в ГСЖ и актируйте. Так. Нам предстоит сейчас определиться все-таки с уточнением бюджета. На этой неделе я прошу внимательно изучить все-таки распоряжение о дополнительных мероприятиях по сбалансированности. Департамент финансов внести предложение по уточнению 2019 года и по прогнозу на 2020 год. И вот, как Павел Николаевич сказал, у нас большое мероприятие намечается, времени осталось мало, это работа по умному городу. В общем, как мы договаривались, завтра мы еще раз соберемся. Я прошу всех ответственных подойти к этому делу достаточно серьезно. Тот тренд, который мы зададим, мы будем по нему развиваться там в ближайшие 3, может быть, 5 лет. Поэтому прошу очень внимательно отработать. Всем удачной рабочей недели. Спасибо.